Кайгылы ватандашлар, біз секізні кечтік енді яваштан. Yolumuz hep devam etmekte, keyfimiz көтерілмекте. Ve stüdyamızda misafir var. Студиямызда Мусафыр ве байрамлар ақында біз енді бір чоқлап еттік. Олардан бірі қатырлайсыңыз, янымыздың башында біз айттық. Бұл ақта бүгін қалқара компьютершік күні, яғни білгі саярнен ұғырашқан инсанларының ресми олмаған, шыны да қайдетмеге істерді, ресми олмаған Амазенат байрамыдыр. Ве бүгін біз сізге сөз берген едік студиямызға. Бұл кібі іште зиманеви шенен çalışқан инсанны дәвет етмеге ойледі oldu. Şunun için Харшылын студиямызда Мусафыр, Мутекас, Қырым Mühendis Pedagogika Üniversiteti'nin информатика факультетінің хадимы Владимир Крылов. Здравствуйте. Здравствуйте. Селям алейкум. Селям алейкум. Рады приветствовать вас у нас в гостях. Хош келдіңіз, Сабалар Хаир. Как началось сегодня ваше утро? Ну, как обычно. У меня очень добрая, но очень строгая собака. В 5 часов она меня поднимает, строго указывает, пора гулять. Ну, минут 20, и мы выходим гулять. Ну, а дальше чай, кофе и все остальное. День компьютерщика не начинается за компьютером? Вы знаете, день компьютерщика начинается за компьютером, потому что компьютер включен, я посмотрел, что там происходит, как там происходит. Но это не значит, что вот я сижу с утра и что-то там вот пишу коды. Не обязательно. Писать коды, вот это вот с утра пораньше самое интересное. Владимир Сергеевич, как сказали мы уже, сегодня день компьютерщика. Да. В интернете указано, что это неофициальный, но, несмотря на это, очень широко распространенный праздник. Мы, конечно, прежде всего вас поздравляем с этим вашим профессиональным праздником. И хотели бы спросить, казалось бы, задать вам, казалось бы, такой банальный, но актуальный вопрос. Да. Какую роль играет в нашей жизни компьютер на сегодня и вообще нужен ли он нам, поскольку появились вот такие вот интересные вещи? Но самое интересное, это тоже компьютер. Понимаете, в чем дело? Ведь если мы возьмем мобильный телефон, это тоже компьютер. На самом деле микропроцессор, который преобразует одни сигналы в другие, выходит там в сеть и все остальное. То есть вот мы привыкли считать, компьютер это сидишь, как компьютерщики говорят, за клавой сидишь и, значит, кодируешь. На самом деле компьютер мы даже не подозреваем где, но вот ваш мобильный или вот ваш планшет, я вам хочу сказать, мощность вычислительная его такова, ну, раньше занимал, в мое время, когда я начинал, примерно полздания такая машина. А вот вычислительная мощность, вы ее просто не замечаете. То есть мы привыкли, просто... Да. Нет, не привыкли, мы просто не замечаем. И я хочу сказать, сейчас иначе уже смотрят. Вот компьютерный мир, говорят, там киберпространство. Сейчас говорят таким образом, что возникла виртуальная реальность, а мы в данный момент, у нас уже произошло объединение виртуальной и материальной реальности. То есть, хотим мы этого или нет, вот ваш мобильный телефон уже объединяет виртуальную и материальную реальность. Каким образом? Ну, буквально вчера жена говорит, я вот с Татьяной разговариваю, говорю, она что, приехала? Нет, говорит, она в Германии сейчас. Вы представляете, значит, материальная реальность, соединение, где Германия, где мы, тем не менее, они спокойно разговаривают там. Вайбер, вот это тоже компьютер. Казалось бы, такие обыденные вещи, но если действительно задуматься, что-то из области фантастики было, наверное, еще у наших предков это было фантастика, наверное, какая-то. Ну вот буквально вот перед вашим разговором мы говорили с вашей коллегой. Я говорю, ну представьте себе, вот в вашем детстве вы попали бы и сказали, да вот у меня был с собой телефон, и я сфотографировала. Как бы на вас посмотрели? Да, действительно. Тогда для этого были только фотоаппараты. Да, и пленки, все остальное. То есть вот мы просто этого не замечаем, но и мы входим. Но я хотел сказать немножко о другом. Вы знаете, сегодня же еще День Святого Валентина, тоже как бы для нас неформальный праздник. Вы знаете, кто был первым программистом? Нет. Значит, в 830 году первую машину Чарльз Бэббидж создал, а в 1843 году Ада Лавлейс, дочь поэта Байрона, основала принципы программирования на этой машине. Первым программистом была женщина. Я знала. Существует такой язык ада, который употребляет... Ну, вся авиация работает на языке ада. Вот этот язык в честь нее назван. То есть Ада Лавлейс. И вот так вот выглядит эта машина Бэббиджа.
И в прошлом году ее почистили, смазали, и она снова работает. Она существует до сих пор? Да, она в Лондонском музее. Вот это вот реально ее фотография вот в наше время. Класс. Вот в прошлом году ее почистили, смазали, она снова работает. Подождите, а на что способна такая машина? Она способна, ну, конечно, не может быть, как ваш мобильный телефон, но, по крайней мере, там, до 8-го знака точности может вычисление делать. Это очень серьезно уже. Потому что был такой вычислительный прибор, который забыли, логарифмическая линейка, я еще пользовался. Она давала только 3 знака точности. А в технике уже надо 4, 5, и для этого вот и строились такие машины. Так что корни оттуда. Ага. Так все-таки хотелось бы понять, все-таки калькулятор от компьютера или компьютер от калькулятора произошел? Компьютер произошел, компьютер – это вычислитель. Кстати, компьютер… Как бы тоже вычисление проводит. Нет, почему мы стали говорить компьютер, мы раньше говорили ВМ. Компьютером называли в 18 веке тех людей, которые сидели и проводили вычисления. Компьютер считать, компьютер, вот в английском, это тот, кто это делает, понимаете, в чем дело. И вот компьютерами называли тех, которые сидели и просто считали. Ага. Вот. Интересно. Так что, кто от кого произошел, сложно сказать. Да, в День компьютерщика, конечно, хотелось бы поговорить о положительных и отрицательных сторонах этой профессии, так как они есть, как и в любой профессии, я уверена, и положительные, и отрицательные. Вы это знаете, как никто другой. Тяжело ли быть компьютерщиком? Интеллектуально, физически? Ну, как вам сказать, любая профессия, а на самом деле это уже… Сейчас мы говорим больше об информатике и информационных технологиях. То есть, раз возникло новое пространство, ну вот как мы осваиваем новые территории. Тяжело это, может быть тяжело. И вот как вот говорят пионеры, там, ну, например, Дикий Запад, или вот мы двигаемся в Сибирь. Тяжело, да, интересно, да, но в то же время и полезно. То есть идет новое пространство, мы его осваиваем. И поэтому сложно сказать. Где-то тяжело, где-то… Но вы знаете как, для того, чтобы что-то сделать, надо преодолеть разного рода препятствия. Только тогда вы что-то сделаете. Поэтому, если вы заранее настроите, вот можно так себя. Я это сделаю, потому что у меня встретятся те препятствия, я их преодолею и сделаю. То есть идет освоение нового пространства. А какими науками надо обладать, чтобы стать хорошим компьютерщиком? Прежде всего математика, да? Это базовая часть. Вот, понимаете, должна быть базовая часть. На самом деле, чем хороша вот информатика и как вот у нас студенты устраиваются. Дело в том, что информационные технологии, как это говорят, проникли везде. И здесь возникает вот целая такая линейка. Для того, чтобы внедрить информационную технологию, вы должны стать специалистом в этой области. То есть вот для того, чтобы программировать бухгалтерию, вы должны понимать бухгалтерию. Чтобы дать задание, там просто идет распределение по специальностям. Вы должны поставить задачу. Значит, вы должны стать специалистом и поставить уже непосредственно тот, кто кодирует информацию, ему задача, чтобы он подобрал алгоритмы и ее реализовал. Поэтому вот в этом отношении… Но и мир сейчас, знаете, каким образом? Настолько все быстро меняется, и нельзя вот научить так, вот вы научили и вышли. Сейчас мы учим, и весь мир переходит. Слава Богу, мне повезло. Я заканчивал физический факультет Ленинградского университета. Нам сразу сказали, мы не учим вас физике, мы учим, как стать специалистом в той области, куда вы попали. И сейчас компьютерщик именно таким образом, он должен научиться учиться. Вот то, что мы пытаемся из наших студентов, чтобы он сразу, знаете, как, вот сразу интуитивно там взял, и я понял, я это осознал, и я стал специалистом. Умение адаптироваться. Да? Да. Ну, это новая реальность, значит, мы должны уметь. То есть мы их учим учиться, адаптироваться и так далее. Потому что в ином случае на всю эту быстроту ну, никак не среагировать. Первый компьютер, вот именно нормальный, проработавший компьютер около 10 лет, да, был произведен в 1946 году, в конце 45-го, в начале 46-го. Да, это ENIAC, вот он такой. Он действительно занимал почти всю комнату? Не почти всю комнату. У вашего вот этой студии не хватило бы здесь. Вот все, я имею в виду этот объем. Да, но он занимал примерно полэтажа, вот то, что мы здесь находимся в вашем центре. Это только компьютер. А теперь представьте его обеспечить электричеством. А самое главное, он работал… целая станция должна быть там. Да, конечно. А самое главное охлаждение. Он работал на радиолампах, а лампы греются. Да.
То есть вот еще и система. То есть, по сути дела, он занимал, ну, примерно как минимум половину вашего здания, Ого. центра. Вот это компьютер, да, вот сейчас он такой вот плоский, маленький. И можно открывать, да. Это невероятно, на самом деле, размеры. Перспектива развития компьютерщика. Вот вы сказали, студентов вы учите учиться, постоянно адаптироваться. А вот приходит к вам студент. Да. Какие его перспективы в будущем? Насколько он востребованный будет? Востребованность зависит от самого себя. Да. То есть базу мы даем непосредственно, а дальше уже ты входишь в этот мир. И я хочу сказать, у нас отдельные студенты очень высоко взлетают, те, кто работает. Есть еще моменты удачи, понимаете как. Но я хочу сказать, все наши студенты устроены так или иначе. И что интересно, вот мы даем все-таки базовые знания, да? Человек начинает, например, обеспечивать информацию фирму, логистика, обеспечивать фирму транспортную. Через время он ее возглавляет, понимаете? То есть он уже готов, он освоился, и для него вот эта база информационная, она играет чрезвычайно важную роль. Поэтому все у нас устроены. Хорошо. Сейчас, я думаю, вопрос, который интересует всех родителей, прежде всего, Да. вы как человек опытный. Если говорить компьютер в широком понимании, как вы сказали, это уже может быть и телефон, и планшет, все что угодно. Компьютеры, которые вот с клавиатурой, как вы сказали, это называется персональный компьютер, ПК, правильно? Ну, может быть, да. Как долго, или точнее, какое время нужно проводить за ним так, чтобы это не повлияло на ваше здоровье, на здоровье ребенка, возможно, подростка? Но, вы знаете, детям бы я резко отграничил и отделил по разным причинам. Это, во-первых, у них формируется зрение, это первое. А второе – представление о мире. Вот я где-то года 4 назад прочитал, один известный ФРГ, сказать, писатель, он отметил так: я пью утром кофе, читаю газеты, отложил газету, моя внучка в 5 лет стала пальчиком тыкать по фотографии, говорит: дедушка, у тебя газета сломалась. Они все ходят с планшетами, они прекрасно знают, что планшет что-то должен сделать. То есть, Да. вы понимаете, это уже они в виртуальной реальности. И поэтому здесь на самом деле вот индивидуально сложно дать. Ну, во-первых, четкое должно быть отсечение, ограничение. То есть ребенок должен бегать, руками дрыгать, ногами дрыгать, шевелиться. А вот то, что вот сейчас это происходит зависание, это зависание даже когда им 10-11 лет в социальных сетях, это не есть хорошо. Это и плохо для здоровья, и плохо даже для, ну, дальше вот станет он взрослым, что у него, так сказать, останется. Вот сейчас надо, я бы вообще резко ограничил, ну, лет до 15. Ого. До 15 лет? Да, ограничил и социальные сети, потому что и даже в 15 лет, понимаете, есть такое подростковое, даже агрессия и так далее. Вот подросткам надо себе, и здесь очень тщательно надо следить. Понимаете, ведь вы спросили, а какие еще следствия идут компьютеров? Ну вот мы пока не столкнулись, есть такое на Западе понятие «сталкинг». Что означает сталкинг? Вот появляется человек, который вдруг, вы чем-то не понравились, он вас начинает преследовать в социальных сетях. Он ищет вашу информацию, он ее везде распространяет, он за вами следит и так далее. И там это уже достаточно серьезная проблема. Мало того, уже готовится законодательная база, как наказывать. Ведь, понимаете, они пока чем пользуются? Нет закона, нельзя наказать. Ну вот это тоже может и у нас случиться. Здесь надо достаточно жестко подходить. Ага. Ну, с подростками разобрались, да? То есть вот вы советуете до 15 лет резко ограничить доступ к телефонам, планшетам. А что же насчет взрослых? Как уберечь свое здоровье от работы с компьютером? Как долго работать, как долго не работать? Ну, вы знаете, вот сколько там нет, поддерживать диету, заниматься спортом и так далее. Все прекрасно знают, но почему-то, ну, не все занимаются спортом, там, все остальное. Вот здесь я примерно тоже, то есть, вот, например, ну, я просто так останавливаюсь и все. Вот, не обязательно вот все время, как вы говорите, сидеть в компьютере. Другое дело, удобный планшет.
планшет, чтение книг. Вот он действительно, вот формат книги, да, я с ним постоянно читаю, но это несколько другое, он и под зрение сделан. Вот. А читать надо. Для меня это удобный момент чтения книг. То есть сейчас продуманы, прости, Али, перебейте, то есть сейчас продуманы такие технологии, даже которые помогают сберечь зрение. Да. Такой тогда еще вопрос, насколько кактус спасает, выручает, защищает? Да, от- вот эта вот традиция, Просто что все если говорят, поставить что кактус какое-то надо растение ставить. рядом с компьютером, Ну, понимаете, есть такое понятие плацебо, вы слышали о нем, да? Что когда я вам дам просто мел в таблетках и скажу, это лекарство у вас, человек вылечивается. На этом, кстати, вот многие мошенничествуют о том, что плацебо иногда достигает и 40%, все остальное. И здесь кактус, да, кому-то кактус, а вообще-то фикус можно посадить, будет примерно то же самое, понимаете, в чем дело. Но если вы хотите совсем посмотреть, что происходит с вами, есть такое болотное растение, тардесканция. Специально два вида. Цветочки, оно меленькое, оно ползучее. Значит, если у вас появляется излучение, она сразу меняет цветочки. Там желтый на голубой. Или есть химическое, она тоже меняется. Вот когда не было еще датчиков, пользовались эти растения. Можете это посадить и смотреть. Да, все отлично идет. Или что-то там не так пошло. Интересно, да. интересно. Так. Скажите, а вот количество вот таких вот, скажем так, персональных компьютеров, сколько в доме не должно превышать, там, например, мы знаем, что в современном мире мама, папа, дети, у всех должен обязательно быть свой компьютер, ноутбук. Это же все, это ведь вредно, или это на самом деле в современном мире это все миф, что это вредит нашему здоровью, поскольку они безопасны, тщательно продуманы? Ну, во-первых, у меня все время было компьютеры. Вот сын, например, он у меня, когда начинал, он заканчивал, правда, биологический факультет, сейчас работает в информационных технологиях. Но когда он начинал, у него все время был компьютер. Значит, компьютер у моей жены, компьютер у меня, на самом деле еще два компьютера. Почему? Потому что есть некие длительные процессы, я просто запускаю, и он там себе чего-то думает. Вот там, если вы будете делать видеофильм, монтировать и так далее, то там 1,5-2 суток у вас идет монтаж вашей. Ну вот у меня дома компьютер, вот я его включил, вот он и работает. Ну, планшет, да, планшет у меня не такой, у меня планшет для профессиональной работы, я его использую. Ну, с подключением клавиатуры и все. А дальше, ну, вот таким образом. То есть это уже, вы понимаете как, это не то, чтобы компьютер, это, ну, как, есть же понятие «умный дом». А для вас, вы знаете, да, это такое понятие или нет? Расскажите нам. А сейчас модно. Это у меня одноклассник в Израиле делает умные дома, оснащает. Значит, вы можете сказать, тренировка на ваш голос, темно, раздвинь шторы. Вы можете по мобильному телефону позвонить и сказать, вот разогрей то-то, испеки хлеб, я через 2 часа буду. И вот кухня у вас это все Какой кошмар, если честно. Почему? Ну, потому что мы уже от каких-то человеческих ценностей, вместо знаете. того, чтобы тебя родные разогревали, Вот, ты уже просишь вот компьютер. нет, вот он оснащает. Самое Это для интересное, холостяков. это оснащают не израильтяне, а те, кто богатые евреи, приезжающие из Америки. Они в основном. Для чего они это делают? Там просто есть праздник, когда еврею нельзя вообще приказаться что-либо делать. И здесь, значит, все за него делает умный дом. Я хочу сказать, интересно. что в умный дом мы никуда не денемся. В скором будущем он будет везде. Да, вы понимаете, есть такой термин уже появился, интернет-вещи. Его сформулировали в 2000 году. Для этого даже поменяли там систему адресов. Что это означает? Это означает, что каждая вещь скоро будет чипироваться, вплоть до того, что карандаш и так далее. Мало того, этот чип будет выходить автоматически в Wi-Fi, это будет везде. И будет такая ситуация, что если вещь не зарегистрирована в интернете, значит, ее не существует. Либо ее какое-то незаконное поле. Вот это интернет-вещи, вы посмотрите. И эти интернет-вещи так ползучи, тихо они делаются. Во-первых, и Британия готовит бесплатно в удаленном доступе специалистов по интернет-вещам. Ну, говорят, это хорошо. Скажем, вот ваш счетчик электрический оснащен будет в обязательном порядке чипом. Он будет автоматически сбрасывать информацию вот в компанию, заодно вам на мобильный телефон, все это хорошо. Ну и так далее. То есть вот любой, так сказать, момент, он будет прочипирован. Даже кастрюли будут чипированы. Очень интересно. Это интернет-вещи. Вот то, что я вам говорил, новая реальность.
Владимир Сергеевич, спасибо вам большое за ваши Да, компетентные пожалуйста. ответы. К сожалению, наше время Да, ради бога. ограничено. Спасибо, что пришли к нам. Мы вас еще раз поздравляем с Днем компьютерщика. Спасибо. Спасибо за ваши столь интересные ответы, которые, я уверена, поразили не только меня и Али, а всех наших телезрителей. Желаем вам хорошего дня и говорим вам до скорой встречи. Рады будем вас видеть еще раз у нас в гостях. Спасибо. Салық Нехалов, Спасибо. скоро Шкенде. До свидания. Спасибо. Біз есе сайқылы ватандашлар, девам етеміз, бізде оғде ең мерақлысы, да doğrusu бір Фатимеден сөз, башқа Фатимеге кетecek, е? Evet, çünkü saat 8:30 yakınlaşmakta. Dostlar, geliniz bu konunun ilk haberlerinin tanış olayıq ve biz Fatime'ge söz veremiz. Başka studiyanın canlı efirde sizler için haberler. Buyurunuz.